Сегодня второй день ПМФ-2021 принимают участие 10 тысяч делегатов из 140 стран мира. Это главная экономическая площадка в России, где встречаются политики, чиновники, бизнес-элиты, обсуждаются стратегически важные инфраструктурные проекты. На форуме активное участие принимает и наша якутская делегация. За всем важным наблюдает наш корреспондент Максим Кардозу. Он на прямой связи со студией из Санкт-Петербурга. Максим, приветствую и передаю тебе слово. Приветствую, Влад. Действительно продолжается работа Петербургского экономического международного форума. И сегодняшний день начался, конечно же, с позитивных, отличных новостей для Якутии. Был опубликован долгожданный список инвестиционного климата в регионах, то есть оценивается действие властей, то есть как они помогают вести малому и среднему бизнесу, как помогают они вести бизнес, то есть не устраивают ли они препоны различные. И вот в прошлом году Якутия попала в 20-ку таких регионов лучших. Ну а в этом мы уже в десятке. Друзья, на первом месте это Москва, Татарстан и Тюмень. И давайте послушаем, за счет чего Якутия попала в десятку. Бизнес позитивно оценил качество и доступность финансовой поддержки в регионе. И мы связываем это с тем, что республика фактически первая среди субъектов Российской Федерации приняла антикризисный пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 2020 год были оказаны федеральные и региональные меры поддержки на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Кроме этого была кредитная поддержка оказана на 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и это дало возможность продвинуться в рейтинге. Это первое. Второе, бизнес также позитивно оценил процедуры, связанные с выдачей разрешения на строительство и постановкой земельного участка на кадастровый учет. Вот. А еще в группе показателей, которые связаны с административным давлением на бизнес, также отмечается позитивная динамика. И при этом нужно сказать, что недавно тоже был опубликован административный индекс давления на бизнес. В нем также республика продвинула 72 место на 22 место. Это тоже результат большой работы совместной с федеральными органами власти по регулированию контрольной деятельности. Здесь, в Петербурге, якутская делегация участвует в различных деловых мероприятиях. Это и подписания, и встречи. Сегодня, буквально полчаса назад, завершилась встреча Айсена Николаева, главы Якутии, с послом Японии. И давайте узнаем, чем же интересна стране восходящего солнца наша республика. Я бы сказал, два направления. Первое – экономическое направление. И особенно большой потенциал имеет сотрудничество зеленой экономики. Это общий интерес увеличивается и будет очень интересно. Второе – это сельское хозяйство. И сейчас Япония строит очень большое, гигантское теплица там, в Саюри. И даже в самое холодное время обеспечит выращивание овощей там. И это внесет свой вклад в улучшение качества жизни там. Это экономическое направление. Второе направление – это, конечно, межрегиональные обмены. Сам господин Николаев посетил Японию в 2018 году, а также приняли участие в Совете губернаторов, который состоялся в Москве в 2018 году. И дальше еще и между Японией и Россией идет год межрегиональных обменов. Я надеюсь на активное участие Республики Саха в этом направлении. Ну а сейчас началось главное мероприятие этого форума, пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, где он должен озвучить главные направления развития нашей страны. Влад? Максим, благодарю за подробный репортаж. Это был наш СОПКОР из Санкт-Петербурга Максим Кардозу на прямой связи с экономического форума в Санкт-Петербурге.